Утро я уже в адрес правительства дал. Ну и, конечно, это будет делаться вкупе с теми решениями, которые были приняты и на уровне республики, в том числе по поддержке малого бизнеса, по поддержке лиц пожилого возраста. Хочу сказать, что эпидемическая ситуация у нас развивается по тому сценарию, который мы прогнозировали. Вот анализы, которые мы за последние 3 дня отправили в Вектор, они делались долго, но одновременно и пришли результаты. 4 все подтверждения. То есть у нас в Якутии, как мы ожидали, и об этом мы и вчера говорили, 14 заболевших официально. Вместе с тем есть и такие обнадеживающие результаты. То есть все анализы, которые были по линии Роспотребнадзора вчера сделаны, их практически 300 анализов, они все отрицательные. Это впервые за последние, скажем так, 5 дней. Такой у нас день получился. Хотелось бы, чтобы этот день такой продолжался постоянно. Вместе с тем мы абсолютно не расслабляемся. Хочу сказать, что учреждения здравоохранения у нас полностью готовы к дальнейшему развитию ситуации, даже по неблагоприятному сценарию. Мы практически более чем в 2 раза уже только по Якутску превышаем нормативное количество коек, готовых для приема больных коронавирусной инфекцией, в том числе особо тяжелых больных, с пневмонией, с тяжелыми формами. И вчера мы как раз на базе Якутской городской больницы посмотрели, развернутый именно для этих целей отдел. Сейчас мы будем серьезное внимание уделять уже дальнейшему развитию мер, скажем так, для людей, для их самоизоляции. Еще раз хочу подчеркнуть, что главное сейчас самоизоляция тех лиц, которые у нас приехали из-за границы. И, конечно, особое внимание надо обращать нашим студентам, вообще нашим гражданам, которые возвращаются из Москвы, из Санкт-Петербурга, из тех регионов, в которых сегодня коронавирусная инфекция уже достаточно широко уже имеет место быть. Это первое. Второе. Так как президент объявил выходной всю следующую неделю, это значит, что мы должны сейчас работать именно по усилению мер ограничений в эти дни. У нас, к сожалению, еще раз повторюсь, многие люди считают и каникулы удлиненные детей, и удаленные формы работы как возможностью отдыха, отпуска, и все по улицам ходят, друг к другу в гости ходят, по разным торговым центрам ходят. Соответственно, мы сегодня с утра советовались и с главным санитарным врачом республики. Я имел уже 2 разговора с главой города. И мы, конечно, будем вводить дальнейшие ограничительные меры по городу Якутску. И уже ближе к обеду, после проведения оперативного штаба, мы с главой города и с главным санитарным врачом окончательные наши решения озвучим, но они абсолютно необходимы. Потому что у нас неделя, еще раз говорю, очень длинная, выходная. У нас будут ограничения и в части торговых объектов, в части общественного транспорта, в части работы различных развлекательных учреждений, в том числе на открытом воздухе. Я считаю, что якутяне это поймут. Это абсолютно важно, в первую очередь, для здоровья и наших пожилых лиц, и вообще в целом для города Якутска и для нашей республики. Это, я считаю, абсолютно необходимо эти меры в ближайшее время принять. И, конечно, самое главное – это ответственность самих людей. Потому что понятно, что к каждому подъезду мы полицейского не приставим, который будет следить там, как люди соблюдают тот же режим самоизоляции. Это в первую очередь зависит от ответственности самих наших граждан. Поэтому я очень надеюсь, что наши горожане все-таки лучшие свои качества проявят. И те лица, которые у нас находятся на самоизоляции, будут его соблюдать. И в целом ограничительные меры, они будут поддержаны населением. Спасибо. Спасибо большое. На этом завершаем трансляцию брифинга. И продолжаем выпуск новостей. На дистанционное обучение перешел Алданский политехникум. Студенты осваивают дисциплины дома. В общежитии осталось всего 7 человек. Наш корреспондент Татьяна Вахнина наблюдала за процессом. В коридорах и аудиториях Алданского политехникума тишина и покой. Гранит наук студенты грызут дома. Знания они получают дистанционно. Опустели не только аудитории, непривычная тишина царит и в общежитии. Порядка 100 иногородних студентов отправились по домам. В комнатах остаются 7 человек. Особый противоэпидемический режим соблюдается строго. Мы этим ребятам обеспечиваем 4-разовое полное питание, потому что у нас есть своя столовая.